эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Безопасность и ответственность за свою и чужие жизни. В Якутии продолжаются профилактические рейды в рамках акции «Безопасный лед». Ряд новых объектов откроют ко Дню Республики в Якутии. Празднование республиканского события и другие вопросы обсудили на совещании главы региона. Торжественный благовест в Якутске осветили колокола храма всех святых, строящегося в память о воинах-якутянах. Коммунальщики города продолжают трудиться без перерыва. С начала апреля в Якутске откачали 15,5 тысяч кубов талой воды. Буйство красок и фантазии. В столице Южной Якутии прошел международный фестиваль «Интенсив Фэшн». Умер Папа Римский Франциск, об этом сообщили в Ватикане. Ему было 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику Джемелли для лечения бронхита, а затем обследование показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице 5 недель, перенес 4 дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций. В частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность людей в сезон паводков и лесных пожаров. Так, пожароопасный сезон уже начался в 6 субъектах Дальнего Востока: Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Общая штатная численность работников лесопожарных формирований в округе составляет 4158 штатных единиц. Проводятся и превентивные мероприятия в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних паводков, включающие в себя дноуглубительные и берегоукрепительные работы, расчистку и спрямление русел рек. Ряд новых объектов откроют ко Дню Республики в Якутии. Празднование Дня Республики и другие вопросы обсудили на совещании главы региона. Особое внимание будет уделено прямой линии, которая состоится 27 апреля. Кроме того, на планерке обсудили энергетическую стратегию России до 50 года, 6-летний план дорожной деятельности страны, включающий реконструкцию трассы Колыма и строительство Ленского моста. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, а также прием детей в первые классы. Еще Айсен Николаев напомнила о всероссийском опросе работодателей, результаты которого помогут определить, сколько и по каким профессиям нужно готовить кадров. Глава республики рекомендовал активизировать эту работу, чтобы система профессионального образования отвечала реальным запросам экономики. «Алроса» и «Саха-Транснефтегаз» стали партнерами в освоении новых месторождений нефти и газа в Якутии. Соответствующее соглашение было подписано в Москве. Речь идет об Улугурском и Эргиджейском месторождениях. По мнению экспертов, это важный и перспективный проект для всей страны и республики. Промышленное освоение на этих участках позволит нарастить минерально-сырьевую базу, продолжится газификация Западной Якутии, появятся новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. Сегодня проводятся полевые работы. Завершение поискового этапа и постановка запасов на государственный баланс планируется до конца 2027 года. В целом «Алроса-Газ» уже сейчас занимается добычей газа для всего Мирнинского района. В задаче, конечно, «Алроса-Газ» развитие стоит в целом выйти еще на новые наши проекты газификации Новоленской ТЭС, ну и другие проекты, которые мы тоже смотрим. Для нашей сферы сейчас это стоит важнейшая задача по наращиванию запасов для обеспечения также газом и Мирнинского района и других потребителей. Ну и в рамках диверсификации бизнеса в целом по «Алросе» это достаточно такое хорошее направление, которое действительно позволит идти уверенными шагами по развитию как «Алроса-Газ», но и в целом по «Алроса» в целом. В целом, Улугурские и Эргиджейские участки – это участки достаточно перспективные, потому что на обоих участках в совокупности перспективные запасы по газу составляют около 290 миллиардов кубометров. Ну и там есть перспектива запасов по нефти. Были произведены работы по геохимии, сейчас работы идут по сейсмике, и полевые работы заканчиваются. И отрадно, что мы все-таки совместно с «Алросом» будем продолжать этот проект.
Оценку ключевых итогов комплексных научных исследований провели светила науки республики и страны. В центре стола заседания вопросы развития арктической зоны Российской Федерации. С рабочим визитом в столицу республики прибыла делегация президиума СОРАН, во главе которой Николай Бахиленко, заместитель председателя и главный ученый-секретарь Андрей Тулупов. Отметим, совещание посвящено столетию со дня работы Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР. За ближайшие 10 лет планируется нарастить инвестиции в науку до 2% от ВВП. Это очень большие суммы. И нам с вами ученым, представителям промышленности, представителям образования нужно решать эти важные для страны задачи. И мы с оптимизмом смотрим в будущее еще на ближайшие 100 лет. Безопасность и ответственность за свою и чужие жизни. В Якутии продолжаются профилактические рейды в рамках акции «Безопасный лед». Специалисты проводят беседы, инструктажи среди населения, а также выезды на ледовые переправы. Подробнее с места событий в сюжете Тимура Колмогорова. Полное закрытие ледовых переправ по всей республике пришлось на 17 апреля. Для предупреждения несанкционированных переправ сотрудники ведомств проводят ежедневные рейды. Но несмотря на это и на запрет передвижения, водители все так же продолжают перемещаться по реке. В нашем присутствии водители транспортных средств, они разворачиваются, видят нас и разворачиваются, и не стараются при нас приехать. В наше отсутствие много стараются переехать. Даже несмотря на то, что водители, которые пересекают переправу, смогут заметить сотрудников рейда и развернуться, их уже в дальнейшем будут регистрировать дроны, которые также применяются в рейдах. В поисках нарушителей дроны начали применяться с позапрошлого года. Радиус действия одного такого около 2 километров. Подлетев к автомобилю на достаточно близкое расстояние, они фиксируют на камеру номер и марку машины. В прошлом году мы выходили в октябре, когда дороги закрывались. Там большинство ехали, и мы их ловили, там человек, наверное, больше 15-20. Мы их всех фиксировали на видео, фотографировали и потом отправляли в ГАИ для дальнейшего расследования. Напомним, что за несанкционированный переход по переправам предусмотрен административный штраф. Для граждан он будет составлять 5000 рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, а для юридических от 100 до миллиона рублей. Тимур Колмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Быть может, по улицам Якутска и не скажешь, но в этом году коммунальщики откачали больше талых вод, чем в прошлом. По крайней мере, так об этом свидетельствуют цифры. А с установкой плюсовой температуры после захода солнца работают специалисты даже по ночам. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Весна, хоть и долгожданная пора, в Якутске омрачается лужами, которые порой нельзя даже обойти. А в этом году после обильных осадков и вовсе сложилось впечатление, что с лужами в этом городе никак не борются. Но оказалось наоборот, борются и даже больше, чем в прошлом году. Я лучше как технарь скажу в цифрах. У нас, если мы в прошлом году откачали именно в этот период 11 тысяч кубов, то, как я уже сказал ранее, мы на сегодняшний день откачали уже 15 500 кубов. То есть это намного больше. Как отмечают в жилкомсервисе, откачка талых вод на одних и тех же участках дороги может происходить несколько раз за день. Работает такая специализированная техника или по-другому ассенизаторские машины, как автобусы по определенным маршрутам. При этом каждая машина оснащена системой ГЛОНАСС. На каждой машине у нас установлены датчики. Датчики ГЛОНАСС и датчики уровня топлива. По нему стоит у нас 910-я машина, которая сейчас будет откачивать лужу. И она отображается на карте. Также есть камеры дорожные, но это уже в диспетчерской. И тоже в режиме реальном времени мы смотрим, на каком участке у нас образовалась лужа. Вся эта система позволила снизить количество так называемых холостых рейсов, когда на уже откачанную лужу приезжает еще одна машина, на 90%. Соответственно, повысилась и эффективность работы коммунальщиков. Но если крыльцо вашего двора уже который день омывает одна и та же лужа, не спешите ругать городских специалистов. Они обслуживают исключительно городскую дорожную сеть.
У нас есть реестр заниженных мест, там более 80 улиц. Это все основные наши центральные улицы, также основные улицы и периферии города Якутска. Вот мы откачиваем все эти улицы. Ну, тут, пользуясь случаем, хочу сказать, что территории, допустим, кварталов, межкварталку, это откачивают территориальный орган управления. Мы откачиваем только улично-дорожную сеть. Если ваш случай подтопления не попадает под обслуживание жилкомсервиса, специалисты рекомендуют обращаться в окружную администрацию, а те, в свою очередь, активизируют управляющую компанию. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Супруги Браун из Алдана вместе без малого 60 лет. Они называют себя богатыми. Они вырастили 3 дочерей, выненчили внуков и правнуков, а совсем недавно у них появилась праправнучка. С Якутией связана вся сознательная жизнь главы семьи, а раннее его детство прошло в блокадном Ленинграде. Воспоминаниями об осадном быте и эвакуации Владимир Федорович поделился с нашими коллегами. Супруги Анна и Владимир Браун без дела не сидят, не привыкли, да и заботы находятся всегда. Сейчас их, впрочем, немного, но уже совсем скоро свободного времени практически не будет. Во-первых, Анна Федоровна и Владимир Федорович являются активными членами районного совета ветеранов, а ближайшие недели станут богатыми на события и встречи. А во-вторых, с наступлением тепла Владимир Федорович вновь погрузится в свою стихию. Вот летом я вот только так занимаюсь, больше в гараже нахожусь или на природу, как хорошая погода, на природу езжу. Там то порыбачу, сети иногда ставлю, так, пока ноги ходят. Вот. Весной я редко на охоту езжу, потому что холодно еще. А вот осенью езжу, у меня там зимовье стоит. Охотиться и рыбачить Владимир Федорович начал с 12 лет. Его семья тогда проживала в Устьянском районе. В северный уголок были эвакуированы жители Ленинграда после прорыва блокады. Через Ладожское озеро ехали, ночью темно. Это я тоже так слышу, что машины идут. Но без фар шли машины. Бомбили, это тоже бомбы, самолеты летали, и там зенитка еще какая-то стояла там, где-то на той стороне озера этого Ладожского. Бомбили. Но проехали ничего. Но много машин. Там говорили потом, рассказывали, что под лед уходили с людьми вместе. А мы как-то проехали. Об эвакуации у Владимира Федоровича остались яркие воспоминания, а вот осадный быт он почти не помнит. Ему тогда было всего 5 лет. Впоследствии о той поре рассказывали старший брат и мама. Но она рассказывала, что у них во дворе стояла зенитка, и их обязали кормить этих солдат, которые обслуживали зенитку. Ехали, говорит, по Ладожскому озеру. И впереди шел кто, дядька, да? Объезжали эти лунки без света же надо было ехать. Потому что если фары зажгут, то бомбят. Ну так вот и вывезли. В середине 50-х семья Браун переехала в Алдан. После школы Владимир пошел работать в строительно-монтажное управление каменщиком. Как-то в отпуск он отправился в Пермь навестить родных. Там встретил Анну. Вместе супруги уже без малого 60 лет. С любимым можно и в шалаше прожить, так что все нормально. Живем он столько лет уже. Анна Федоровна много лет отдала продснабу. Владимир Федорович работал каменщиком-строителем, затем переквалифицировался в водителя. Уголок, где прошла трудовая деятельность, стал супругам родным. И сейчас они по-прежнему принимают активное участие в общественно-культурной жизни города и района. Владимира Федоровича я знаю с юности. Вот. И знаю о том, что он очень активный в свое время всегда был. И очень видный парень, потому что его черные кудри на танцах всегда сверкали. Взаимопонимание и умение идти на уступки – это, по мнению супругов, главный секрет счастливой семейной жизни. Они вырастили 3 дочерей, выненчили 4 внуков, уже почти взрослые, и 4 правнуков. А буквально несколько дней назад Владимир Федорович и Анна Федоровна стали прапрадедушкой и прапрабабушкой. У них появилась праправнучка. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Своих не бросаем. Волонтеры штаба «Мы вместе» продолжают свою работу по поддержке участников СВО из Якутии. В преддверии Дня Великой Победы активисты собирают праздничные наборы. Что входит в подарки для участников спецоперации, узнавала Вероника Таюрская.
Сладости, оберег из конского волоса, шеврон с якутским харасхалом и многое другое. Напомнит бойцам, находящихся в зоне СВО и госпиталях страны, о своей малой родине, о Якутии. Особое тепло и искренние слова передают детские рисунки, вложенные в подарочные наборы. Волонтеры вкладывают не только открытки с пожеланиями, но и частичку своей души. Всем делаем подарки. И детские письма отправляю всегда. Дети нам отправляют свои желания. Это очень помогает солдатам. Они очень радуются. Они все получают подарки наши, обрадуются от родной Якутии. Ну, от родной земли, что на подарок очень дороже. Мы думаем, они всегда нам, когда получают, пишут, благодарят. Очень рады они. Штаб «Мы вместе» поддерживают ведомства, предприятия и, конечно, неравнодушные граждане. Среди них казначейство Якутии, оказывающее помощь не только финансово, но и материально. На этот раз коллектив сплел маскировочную сеть, а также передал необходимые материалы для изготовления новой сетки. До этого мы, получается, приходили сами, молодежным советом, коллективом приходили и плели сетки, помогали в плетении сетей. Значит, и также до этого мы, получается, тоже плели сетки и тоже их сдавали. Приобретаем различные снаряжения, то, что им необходимо, то, что им нужно. Это, получается, фонарик, спальные мешки, пауэрбэнк, тепловизор даже приобрели. Только за прошедший год силами волонтеров штаба «Мы вместе» собрано и отправлено свыше 120 тонн гуманитарной помощи. Активисты продолжают работу, направленную на помощь бойцам-якутянам, находящихся в зоне специальной военной операции. Ведь, поддерживая бойцов в тылу, мы приближаем победу. Вероника Тырская, Илья Сыромятников, Якутск. Обряд освящения колоколов прошел сегодня в Якутске в храме Всех Святых. Это событие имеет глубокое духовное значение, ведь теперь храм, призванный стать памятником воинам-якутянам, павшим в Великой Отечественной войне, еще на шаг ближе к завершению. Подробности в сюжете Дарьи Короленковой. Вот теперь появился голос, колокольный звон. Теперь у него появился голос. Именно с таких слов свою праздничную службу начал владыка-архиепископ якутский Ленский Роман. Он отметил, что колокола – это не просто творение рук человеческих, но и священный инструмент, чей звон будет напоминать о вечных ценностях, любви к ближнему, духовной силе и единстве народа. Дали голос нашему храму и, конечно же, то событие, которое ждет каждый православный христианин, это снисхождение благодатного огня. И в этом году, в Великую Субботу, благодатный огонь милостью Божией снизошел в храме Воскресения Христова, в храме Гроба Господня в Кувукле. И вот сегодня он был доставлен в город Якутск, в нашу республику. И владыка Роман здесь преподал благодатный огонь всем верующим якутянам. Освящение колоколов стало важным этапом в строительстве храма, возводимого на народные пожертвования. Прихожане активно участвовали в благоустройстве, укладывали плитку, монтировали люстры. Многие жители Гагаринского округа поделились радостью о долгожданном строительстве храма, отметив, что теперь богослужения проходят в просторном помещении с удобствами для детей и родителей. Очень долго ждали, пока построится храм. Прям для нас это большое событие. Все, кто не в Гагаринском округе проживает, мы всех приглашаем в наш храм посетить. Сын уже там оценил эту детскую зону. Ребенку у меня 6 лет. И как бы и родителям хорошо, и детям. Как бы и они Божье Слово тоже могут там читать, Библии есть детские. Храм Всех Святых начали возводить еще в 2015 году методом народной стройки на пожертвования прихожан. Все, что вы здесь видите, было сделано вручную самими прихожанами. И уже после 9 мая, после великого освящения храма, он сможет принимать не только жителей Гагаринского округа, но и всего города Якутска. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Ну а далее смотрите подборку новостей от наших коллег из Ленского района.
На прошлой неделе в Ленском районе прошло сразу несколько патриотических мероприятий. В коррекционной школе города Ленска воспитанники стали участниками игры патриотов. Посвящены они были 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги подготовили для учеников интересную программу. Ребятам предстояло поучаствовать в различных состязаниях. Разделившись на две команды, они перетягивали канат, метали импровизированную гранату, также преодолевали по снегу полосу препятствий и проходили минное поле. Каждой команде в состязаниях помогали взрослые, приглашенные гости, сотрудники МЧС, службы спасения и участник ветераны СВО. В этот день погода способствовала хорошему настроению. Мероприятие прошло очень интересно. Ребята с удовольствием соревновались в скорости, меткости и ловкости. Помогали друг другу в преодолении препятствий. Громко поддерживали каждого участника своей команды. В завершении все были угощены горячей кашей из полевой кухни и чаем. Я выступаю в команде «Синик». Очень хорошее мероприятие. Это не дает нам забыть, что делали наши деды, прадеды. И в самой школе такие мероприятия очень важны. Еще одно патриотическое мероприятие прошло в третьей школе города Ленска. Педагоги организовали масштабный проект художественной самодеятельности, объединивший более 300 участников, учащихся, педагогов, руководства учебного заведения и родителей. Грандиозное мероприятие, приуроченное тоже к Году защитника Отечества, превратило образовательное учреждение в настоящий центр патриотического воспитания и творчества. Юные артисты погрузили гостей в атмосферу военного времени. Ребята из начальных классов подготовили локацию «Дети войны». Каждый из них проникся своей ролью, погрузив зрителя в те страшные годы войны. Среди них были истории детей блокадного Ленинграда, тех, кто трудился в тылу, воевал и был партизаном. Чтобы услышать историю, нужно было просто прикоснуться к фигурам, которая потом оживала. Мы решили подойти к этой идее так, что не просто поставить экспонаты, да, чтобы люди прошли и посмотрели, чтобы именно нес воспитательный характер это мероприятие. Дети готовили информацию о героях той войны, чтобы они как бы сами окунулись в то тяжелое, трудное время. Более 600 вакансий представили предприятия Ленского района на ярмарке трудоустройства. Она прошла в пятницу в Доме культуры «Юность». Была организована специалистами отдела Центра занятости населения. Ярмарка проводится ежегодно, и, как всегда, в этот день наплыв желающих найти работу был большим. Цель ярмарки – объединить соискателей и работодателей города из разных отраслей. Участники получили уникальную возможность одновременно пройти собеседование у нескольких работодателей, а предприятия могли подобрать необходимые кадры для своей команды. Более 20, скажем так, работодателей, которые непосредственно сегодня у нас присутствуют на нашей ярмарке. Вакансий с каждым годом для населения становится все больше. Нас очень радует, что работодатели, которые к нам приходят в Ленский район, они в приоритете, как бы в основном, стараются принимать наше местное население. Кроме традиционных консультаций по вопросам трудоустройства, участники узнали о возможностях профессионального обучения по актуальным специальностям, включая республиканские и районные программы. Такими были события уходящих дней. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а в столице Южной Якутии прошло яркое и красочное мероприятие, собравшее талантливых мастеров дизайна одежды, международный фестиваль «Интенсив Фэшн». Наша съемочная группа в Нейрингре окунулась в атмосферу. Организатором ежегодного показа моды вновь стал Центр развития творчества детей и юношества города Нейрингри. А идейным вдохновителем мероприятия – педагог центра, неизвестный нейрингринский дизайнер Евгения Драган. И за 10 лет проведения мероприятие трансформировалось из зонального конкурса в фестиваль международного уровня. Мы с каждым годом все растем. Как говорится, профессиональные. Количество участников у нас в этом году увеличилось. Это Циолковский, это Тында. В этом году мы пригласили гостей из Харбина. То есть мы расширяем свои границы и помогаем нашим новым молодым звездочкам пробиваться по направлению моды и дизайн. Жюри, в состав которого входили модельеры, дизайнеры, специалисты в области моды и дизайн-проектирования, предстояла непростая задача. Ведь каждая коллекция была яркой, неповторимой, оригинальной и продуманной до мелочей. В Нейрингри мы уже 5 лет приезжаем из Амурской области. Ну, вообще нам нравится. Всегда хорошо встречают. Нас пригласила Евгения Александровна первый раз, и теперь мы каждый раз приезжаем, всегда с призами. Мы привозим и эскизы, и коллекции. Нравится.
нравится. Традиционные орнаменты и цветовые решения, оригинальный взгляд на обыденность и необычные воплощения задуманного. Фестиваль стал уникальной площадкой представить свои идеи, которые, возможно, в будущем смогут изменить мир моды. Нам очень понравилось ваше шоу. Мы привезли с собой из Китая много своих платьев для показа. Нам очень понравилось выступление российских детей. Мы надеемся, что в будущем сможем чаще принимать участие в вашем конкурсе. Нам очень понравился ваш город. Местные жители чрезвычайно приветливые и дружелюбные. Настоящим открытием фестиваля стала коллекция одежды молодого дизайнера из Тынды Ивана Кравчука. Молодой человек занимается дизайном всего 3 месяца, но его креативный подход и нестандартный взгляд принесли ему победу на фестивале и приглашение на международный конкурс моды в Москве. Дизайнерство я вообще как-то случайно попал. У меня просто очень много родственников этим занималось раньше. Я решил вот попробовать. Ну, как бы просто искал себя и вот забрел сюда как-то. Понравилось. Каждый год фестиваль открывает новые имена в индустрии моды и дизайна. И каждый год молодые дизайнеры вдохновляются на новые образы, воплощая их в своих новых коллекциях. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Всего хорошего и до встречи в эфире.